С точки зрения генетики. В общем, в большинстве своем генетики говорят, что прямой связи между генетикой и языком не существует. Но это и действительно так. Вот потому что мы можем привести вот такие следующие примеры. Например, все мы знаем баски, такой народ на юге Франции, на севере Испании живет. И с генетической точки зрения у них там 90 с чем-то процентов гаплогруппа, мужская гаплогруппа R1b, это индоевропейская гаплогруппа. Но язык у басков какой? Не индоевропейский. Поэтому мы не видим прямой связи между генетикой и языком. Так и на Кавказе. В Дагестане доминирует гаплогруппа G1. Чечня как бы переходная зона между Дагестаном и Западным Кавказом. У нас, значит, и G1 есть, и G2 есть. В Ингушетии в основном G2. В Осетии G2-1A. И у них там где-то тоже за 90% этой группы. Это кавказская группа, она не иранская, не имеет иранского происхождения. И как так получается? Ираноязычные осетины, но в генах мы не видим ничего иранского. Все кавказское практически. У абхаза-адыгов тоже вот это G2A1. Но большая часть, туда ближе к западу, там G2A2B. То есть, опять-таки, не так, как у дагестанцев, у чеченцев, но тем не менее языки родственные. Поэтому генетики, конечно, пытаются каким-то образом связать языки и генетические данные. Но есть такие попытки, есть работы такие, где пытаются одно. Тем не менее, меня вот эти доказательства не убеждают, и они многих тоже не убеждают. А еще такой момент, что язык передает обычно потомству мать. Поэтому надо смотреть еще и на материнские гаплогруппы. Но материнские гаплогруппы настолько запутаны, что трудно связать какую-то материнскую гаплогруппу с каким-то определенным языком. И еще следующий момент. Очень часто язык передавался путем элитного доминирования. Какой-то отряд, там 2-3 тысячи человек захватывает страну, миллионную страну, например. И потихоньку с течением времени навязывают свой язык. Считается, значит, элитным знать этот язык, поскольку захватчики — это элита становятся страны. Так, например, возьмем мы Турцию. Там, значит, тюркских гаплогрупп, наверное, не более 10%. 90% населения Турции — это те самые византийцы, что там и жили все время. Вот. Но тем не менее, они сейчас все переняли и тюркский язык, и тюркскую культуру, и они все стали турками. И таких случаев масса. Поэтому какой-то прямой связи между языком и генетикой нету. Ну, другой вариант, когда мы рассматриваем аутосомные данные. В аутосомах отражаются многие-многие поколения в глубину веков. Они не отражаются ни в мужских гаплогруппах, ни в женских. Этих гаплогрупп уже, может быть, не существует у этого народа. Но следы какого-то населения мы в них видим. Если мы смотрим аутосомный анализ, то все кавказцы, несмотря на то, что у них разные гаплогруппы, и G1, и G2, и G2A1, и А2 и прочие другие есть. А все-таки по аутосомам все кавказские народы близки друг к другу. И они отстоят от, допустим, от мордвы, там, если мы сравниваем с другими народами, то они группируются рядом друг с другом, но находятся на расстоянии от иранцев, например, и так далее. То есть родство есть. Но по гаплогруппам мы об этом родстве судить не можем. По аутосомам, да, мы можем говорить, что вот они образуют, кавказцы, один кластер, который, значит, отдельно от других народов. Это вот дрейф генов, например, такая вещь. Вот, допустим, существует какая-то там общность. Они какой-то имеют одну или несколько гаплогрупп. И в эту общность попадает только один человек со стороны, с другой гаплогруппой. С течением времени очень велика возможность того, что потомки этого чужого человека размножатся так много,
что вытеснят те самые коренные гаплогруппы. То есть полностью изменятся генетические параметры этого населения. И таким образом мы видим сегодня, что вот эта группа, на самом деле она пришла, а другие пропали, исчезли, все, их нету. Мы их не видим. Ну вот поэтому автосомный анализ, он дополняет как бы анализ по мужским, по женским гаплогруппам. И здесь надо очень-очень быть внимательным, проверять со всех сторон. Это называется дрейфом гена. А для Кавказа этот дрейф генов очень-очень актуальная вещь. Почему? Потому что дрейф генов наиболее быстро протекает в малочисленных и замкнутых популяциях. То есть те, которые мало подвержены различным миграциям. А как раз почти все кавказские народы, они такими и были. Жили каждый, особенно тейпы, там, племена, маленькие народы. Они жили в своем ущелье, замкнутой жизнью. И дрейф гена у них происходил практически у всех. И это свидетельствует и тот факт, что, например, в Дагестане за 90% G1. То есть одна группа вытеснила все остальные группы. У осетин более 90% тоже G2A1. Опять-таки это говорит о том, что именно эта группа вытеснила все остальные. Они, самое главное, молодые. 1000 лет там где-то осетинской, может 1200 в максимуме. Не могло быть так, что осетинский народ существует всего 1000 лет. Значит, были какие-то другие группы, которые были вытеснены. Вот. Поэтому в интерпретациях надо относиться очень осторожно. То есть, гипотетически, можно допускать, что несмотря на разные языки, несмотря на разные гаплогруппы, кавказские народы, к примеру, носители J1, аварцы, носители J2, чеченцы, ингуши, носители G2, осетины, сваны, по аутосомным генетическим показателям, несмотря на разные языки, несмотря на разные гаплогруппы, близки друг к другу и являются, так или иначе, близкородственными народами. Кстати, судя по всему, возможно, у осетинского народа в более древние времена была даже другая гаплогруппа, не G2, а какая-либо другая. Кроме того, известный русский лингвист Олег Беляев обнаружил в осетинском языке до его иронизации базовый нахско-дагестанский субстрат. То есть субстрат родственный и чеченскому, ингушскому, бацбийскому языкам и языкам дагестанским. Источник – YouTube, видео О. И. Беляев. Контактно обусловленные явления в осетинском языке. Общий обзор.